Провальные переговоры в США, прорыв украинской границы, а также возвращение российских шпионов в Америку. В эфире «Нефта» самые важные и интересные новости к этому часу. Жесткие бои на границе России и Украины в Киеве и в Москве заявляют о новой точке штурмов, что известно. Орбан пугает возможным уничтожением Венгрии, почему вновь атакует Украину и запрещает ЛГБТ-парады. Агент Илона Маска в Минске и истерика Лукашенко из-за нехватки картошки. Кто довел непризнанного политика до нервного срыва? Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных важных событиях прямо сейчас начинаем. Российские войска прорвали украинскую границу в Сумской области и уже ведут бои на территории Украины. Накануне именно эта тема стала одной из обсуждаемых как в военных пабликах РФ, так и в пабликах Украины. Об изменениях линии фронта изначально сообщил мониторинговый канал Deep State. После на эту информацию отреагировали в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Армия России штурмует по линии границы без техники, только пехотными группами. Их задум прост – нарушить логистику украинских сил. Об этом заявили в СНБО. Уверяют, что это не масштабное наступление, а деятельность ДРГ. То, что россияне раздувают эту ситуацию как едва ли не начало наступления на Сумы, это пропагандистская работа, поскольку ни сил, ни средств для этого у них нет. Но информационно нужно раздуть победу. Так уже было перед Курской операцией, когда кадыровцы рассказывали, что захватили село Рыжевка в Сумской области, и это оказалось ложью. В Украине говорят, что для захвата украинской территории на этом направлении России необходимо подтянуть резервы. Вероятно, передислокации таких сил в ВСУ не наблюдают. Северокорейцы под Курском воюют против южнокорейцев. Так считали КНДРовцы, которых Ким Чен Ын отправил на войну РФ против Украины. Двое северокорейцев, которые попали в украинский плен, были уверены, что их противник не украинцы, а военные Сеула, которые помогают Киеву. Но вместо этого они встретились лицом к лицу с представителями ВСУ. А история про южнокорейских военных оказалась выдумкой, пишет Wall Street Journal. Теперь пленные осознают, что им грозит опасность в КНДР, если их обменяют, но этих двух может забрать Южная Корея. Южнокорейские законодатели призвали правительство ускорить процесс перевозки северокорейских военнопленных в Сеул. Один из законодателей заявил, что они должны прийти в объятия свободной южнокорейской нации. Россия готова отправить своего посла в США. Событие уникальное. Спустя несколько лет Москва прокладывает новый мост в Америку с разрешения самих американцев. В России заявили, что Соединенные Штаты согласовали назначение нового российского посла. Им станет Александр Дарчиев. Уже скоро он отправится в Вашингтон. Появление посла РФ в США – это результат закрытых переговоров российской и американской делегаций в Стамбуле. Только на прошлой неделе главы дипломатических ведомств договорились о нормализации работы посольства. О шпионских играх России пишет CNN. Авторы материала со ссылкой на американских чиновников уточняют о том, что Россия видит в переговорах с США шанс на восстановление своей разведсети, и под дипломатическим прикрытием в Америку могут вернуться и российские шпионы. Шпионские возможности России значительно ослабли за последние десятилетия, поскольку США и Европа регулярно высылали российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием в посольствах, особенно после обострения напряженности после вторжения России в Украину. CNN пишет, что некоторые агенты ФБР уже сейчас опасаются расследовать дела, связанные с Россией, чтобы не идти вразрез с новым курсом Белого дома, который сближается с Кремлем. А это, в свою очередь, развязывает руки Москве. А как вы считаете, какую свободу могут дать США россиянам на своей территории? Пишите свои варианты в комментариях. Грандиозный международный скандал, которого никогда не происходило в истории овального кабинета. Зеленский и Трамп обменялись взаимными ударами при десятках телекамер в день, который должен был стать историческим для Украины. Западная пресса пишет, Трамп выгнал Зеленского и заявил, что тот не готов к завершению войны. Причина проста. Украинский президент посмел возразить как вице-президенту Джей Ди Венсу, так и самому Трампу. Он пытался объяснить, что на самом деле происходит в Украине и как Путин неоднократно срывал соглашение о прекращении огня.
Но после этого он нарушил перемирие. Он убивал наших людей и не обменивал пленных. Мы подписали соглашение об обмене пленными, но он не выполнил его. О какой дипломатии вы говорите, Джей Ди? О чем вы? Я говорю о той дипломатии, которая прекратит разрушение твоей страны. Да, но если вы не... Господин президент, с уважением, я считаю, что неуважительно приходить в овальный кабинет и обсуждать это перед американскими СМИ. Сейчас вы насильно отправляете призывников на передовую, потому что у вас проблемы с личным составом. Вы должны благодарить президента за попытку остановить этот конфликт. Вы сказали, что у нас проблемы. Какие? Я видел новости и знаю, что происходит. Вы не согласны с тем, что у вас есть проблемы с получением армии? И считаете ли вы уважительным прийти в овальный кабинет США и критиковать администрацию, которая пытается спасти вашу страну? Много вопросов. Начнем сначала. Во-первых, во время войны у всех есть проблемы, даже у вас, но у вас есть океан. И сейчас вы этого не чувствуете, но почувствуете в будущем. Даст Бог, вы этого не знаете, даст Бог, у вас не будет войны. Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить проблему. Я не говорю вам. Потому что у вас нет права указывать нам. Вы не в той позиции, чтобы говорить нам, что мы будем чувствовать. Мы будем чувствовать себя прекрасно. Мы будем чувствовать себя сильными. А вот вы сейчас не в лучшей позиции. С самого начала войны, господин президент, я был расстроен. Вы не в лучшей позиции. У вас нет козырей. С нами у вас появятся козыри. Я не играю в карты. Зеленский уничтожил себя на глазах американского народа, считает Илон Маск. После словесного поединка в Белом доме заявили, что Америка превыше всего. Источники CNN сообщили, что сделка была сорвана. Пресса пишет, Зеленский открыто бросил вызов Трампу из-за его мягкого подхода к Путину и призвал не идти на компромиссы с убийцей. Кроме того, в фокусе внимания и заявление президента США. Удивительно, какие вещи проявляются через эмоции, и я пришел к выводу, что президент Зеленский не готов к миру, если в этом участвует Америка, потому что он считает, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Я не хочу преимущества, я хочу мира. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их священном овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру. Путин не хочет, чтобы на линии фронта утихли бои. В этом уверен польский министр иностранных дел Сикорский. Он говорит, что Польша останется логистическим центром, через который военная помощь может и дальше поступать в Украину. Кроме того, основной миссией Варшавы останется обеспечение безопасности на границе с Россией и Беларусью. Может пройти еще немало времени, прежде чем Путин решит прекратить агрессию. Поэтому мы должны продолжать делать то, что мы делали, поддерживая Украину финансами, оборудованием и гуманитарной помощью. Украина уничтожит Венгрию, так считает премьер-министр этой европейской страны Орбан. Он заявил, что такой сценарий является вполне реальным, если Украина прямо сейчас станет новым членом Европейского Союза. Его заявление – резкий разворот. Ранее Орбан был не согласен лишь со вступлением Киева в НАТО, но теперь уже и в ЕС. Пугает возможным экономическим ударом со стороны Украины. Здесь и сейчас это немыслимо, это уничтожит нас. Прежде всего, это уничтожит венгерских фермеров и венгерское сельское хозяйство. Во вторую очередь, это уничтожит всю венгерскую национальную экономику. И я даже не представляю, как мы будем контролировать преступность, которая хлынет в Венгрию вместе с этим. Но не только мысль об Украине в ЕС давит Орбана. Новой угрозой для премьера Венгрии стал прайд ЛГБТ-сообщества. Политик собирается запретить ежегодный парад и бороться с гендерным активизмом. Говорит, что ему не нравится ЛГБТ-пропаганда Запада, есть лишь два пола, женский и мужской, все остальное – неправильная идеология. Напомню, что Трамп после возвращения в Белый дом также начал наступление на ЛГБТ-сообщество и официально заявил, что Америка признает лишь два пола, мужской и женский, другие идентичности не признаются. Лукашенко устроил истерику и пообещал расстрелять своих подчиненных, а также в очередной раз признался, что в стране диктатура, вывела из себя 70-летнего политика совещания по новой системе регулирования цен. Сидят, выдумывают какую-то формулу, и у каждого свое мнение в голове. Президент поставил задачу и нарисовал колею.
из которой вы не можете выскочить. У нас диктатура. И эту диктатуру народ поддержит. Делайте. Поэтому вам и было поручено выработать новую форму справедливого ценообразования. Но если вы думаете, что подавляющее большинство производителей и торгашей думают, и переработчику, вы знаете, вот до выборов потерпим, как это в других странах бывает, а после выборов это пойдет само собой, как всегда было. Упаси вас, Господь, от этого. Расстрельная статья, как минимум. Предупреждаю вас, дурить людей никому не будет позволено. Едва не закончилось это собрание еще и гипертоническим кризом у Лукашенко. Причина – нехватка картошки в Беларуси. Самопровозглашенный сделал резкое заявление. Перед тем, как картофель посадить, его надо сохранить в подвале. Оказывается, у нас картошки нет. У нас картошка насколько подорожала? Межсезонный период, рост цен на картофель какой? 8% в этом году за январь-февраль. Это только в этом году. Так что мы картошки не можем произвести нужное количество, положить в погреб и потом населению продать. Мощным и загадочным мировым лидером считает Лукашенко американский криптопредприниматель Марио Нафаль. Молодой блогер на днях внезапно появился в Минске и взял интервью у главаря режима. Нафаль, который до этого брал интервью у одиозных политиков, а также у Илона Маска, назвал беседу с Лукашенко одной из самых содержательных и заявил, что зрители будут шокированы. Нафаля в Беларусь мог отправить один из членов команды Трампа, тот самый Илон Маск, у которого с блогером особая связь, считает экс-сотрудник Службы безопасности Украины. Все это происходит на фоне разворота Белого дома в сторону Кремля. По этой же схеме американцы могут попытаться легитимизировать Лукашенко, а после ослабить и санкции против его режима. Ему дают микрофон, ему дают возможность говорить, потому что возможность выражаться через государственные средства массовой информации у него получается как-то не очень. Потому что не очень костная, не очень неповоротливая. А здесь большая аудитория, может кто-то его увидит, 1,5 часа интервью, это действительно долго. Кто дослушает до конца, непонятно, но дают ему такую площадку. Одно из предположений, это вероятно, таким образом Лукашенко пытаются каким-то образом, таким вот образом вытаскивать из орбиты интересов Кремля. Напомню, в середине февраля в Беларуси побывал заместитель помощника госсекретаря США по Восточной Европе Кристофер Смит. Он встретился в Минске с Лукашенко и главой КГБ Тертелем. Это был первый визит американского чиновника такого ранга в Беларусь за последние 5 лет. Редкий и уникальный гость. В Польше спасли горбатого кита. В водах Балтийского моря разыгралась необычная спасательная операция. Из рыболовных сетей освободили почти 10-метрового кита. Он застрял всего в 80 метрах от берега возле города Мензесдроя. Спасатели долго пытались помочь, и когда во второй раз начали снимать сети, животное стало сотрудничать, как будто поняло, что люди пришли на помощь. Балтийское море – неестественная среда для горбатых китов. В этих водах легко погибнуть. Киту будет тяжело себя прокормить, и если он не найдет путь обратно в Атлантику, его жизнь окажется под угрозой. Сейчас необычный гость находится под наблюдением. В Польше надеются, что он найдет выход к большой воде. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.